Можно даже с маленькой очень группы людей стартануть и по новой. Но для этого нужно иметь маленькую территорию. Не от Калининграда до Дальнего Востока, а маленькую территорию. Ну, до Волги, даже без Урала. До Волги. И на юг, не до Крыма, а на север до Мурманска. То есть небольшую, компактную очень территорию, где проживает один народ с одним языком и с одной верой. И тогда, может быть, есть шанс восстановиться. Если у нас останется от Калининграда до Дальнего Востока, мы все так и вымрем. От этого самого Калининграда до этого самого Дальнего Востока. Рассказывая о том, что не пяди земли. То есть за эту самую землю мы отдадим народ. Ну просто ни за что вообще. Это правда, что вы обратились к Медведеву и Путину с открытым письмом, где предложили им продать всю территорию от Урала до Сахалина иностранным государствам? Да, еще часть Кавказа. Да. Потому что есть альтернатива – отдать бесплатно. Так вы не патриот. Ну, привет. Что лучше, бесплатно отдать или за деньги продать? Вы считаете, что бесплатно получится китайцам? Бесплатно заберут у нас, конечно. Китайцы заберут. И в основном будет даже не какие-то разные страны, а в основном будет один сплошной Китай. До самого Урала. А к этому уже идет? Конечно. Вы это же, что вы, это же как бы видно невооруженным глазом. Я же баллотировался вот в Красноярские губернаторы, когда там уже это было 8 лет назад, 9 лет назад. Там уже тогда выходила газета на китайском языке тиражом 80 тысяч экземпляров на китайском языке 9 лет назад в Красноярске. Ну вы что? А если взять там Благовещенск и прочее, это просто китайский город. Это полноценный китайский город. Но это все бесплатно уходит. Надо хоть продавать и на эти деньги вывозить население, которое не спилось, там, не скололось и так далее. Вывозить в Центральную Россию. У нас здесь пустыня в Центральной России. У нас же от Москвы отъедешь, все, пустыня. Нам заселять-то кем? Таджиками? Чеченцами? Нам лучше заселять белыми. Нам лучше на эти деньги от продажи этих колоний, это же колонии на самом деле, которые мы не можем удержать. Англия не могла удержать колонии, договорилась, там максимально выгодно отказалась от них. И ничего, великая держава. А мы вот уцепились, наши предки проливали кровь. Ну что ж, нам сдохнуть теперь всем? Надо отказываться от того, что тянет нас на дно. Потому что нам не хватает населения на эту территорию. Нам надо собрать лучшую часть населения и рожать, чтобы не было ни одной небеременной бабы. А те, которые не беременные, чтобы пахали на беременных и на тех, у кого есть дети. Россия распадется, на ваш взгляд? Безусловно. Безусловно. Это, еще раз говорю, может произойти либо планово, с хорошим, уверенным дирижерством руководства России, либо бесплатно и непланово, по воле наших многочисленных соседей и не соседей. Поэтому лучше это сделать планово. Это безболезненно, относительно безболезненно. Цитирую вас. «Желание руководить нашим народом может возникнуть только у идиота. Я люблю свой народ, я русский, я дворянин. Это мой народ, поэтому говорю это с горечью, но это реально так». По поводу желания руководить народом. Вы считаете, что власть в России должна передаваться по наследству от отца к сыну? Ну, конечно, это нормально по-человечески. Чем друг с другом бодаться, кто там будет каждые 4 года правителем. Всю жизнь так было, испокон веку, у всех народов. От отца сын передавалось. Поэтому отец заботился о стране, о своем народе, как о своем хозяйстве. Потому что ему надо было сыну передавать, а не поворовать 4 года и уматывать. Также вы считаете, что Путину нужна молодая жена, желательно украинка? Ну, а кто же ему родит наследника-то? Ему нужна, конечно, молодая жена, чтобы родился здоровый ребенок. Девственница обязательно должна быть. Не обязательно украинка, но на Украине очень красивые девушки. Поэтому я бы от всего сердца желал Путину украинку. Но я вам могу сказать насчет украинки, я вот своим детям сейчас говорю, чтобы они рассматривали, уже подрастают, чтобы рассматривали вариант не только украинок, белорусок и русских, но, может быть, в приоритетном режиме девушек с гор Афганистана, Туркмении, Таджикистана, потому что там, конечно, лучше воспитанные девушки, чем сейчас на наших территориях. А кто вынашивает плод, по большому счету, не важно. Важно, чье семя. По семени говорят и плод. И род передается по мужчине. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. То есть женщины, они вынашивают, рожают мужики. Как вы относитесь к проблеме Чечни? Это независимая страна, надо ее, наконец, сделать независимой, поставить забор высокий и жить добрыми соседями. Они ссорятся тут внутри, как в каше, постоянно толкаясь друг с другом. Каким вы видите будущее Украины? И я бы даже прирезал Чечне территорий, южных наших окраин, за то, что они вывезут своих нукеров из Центральной России. То есть сделку такую. Мы вам земли, чтобы была Великая Чечня и имам Великой Чечни Рамзан Кадыров. А вы освободите часть хотя бы Центральной России от своих бойцов. И вот здесь мы поставим заборчик,
И здесь будем, как я говорю,